На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Чехов на абхазском. В Абхазском драматическом театре готовится к премьере «Дяди Вани». Это вторая постановка Бенара Кове. Первая премьера 2024 года. Спектакль «Виндзорские проказницы» состоится 31 марта и 1 апреля. Генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба об итогах работы театра в 2023 году. «Берегись автомобиля» Ильдара Рязанова. На Абаза ТВ продолжается проект под названием «100 фильмов советской классики». Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения. В поздравительном адресе главы государства, в частности, отмечается: «Ваша деятельность в области международных отношений и дипломатии является неоценимым вкладом в укрепление сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В Абхазии высоко ценят вашу роль в развитии абхазо-российских отношений и поддержку в укреплении нашего союзничества и стратегического партнерства во всех областях. Вы завоевали глубокое уважение, признательность и искреннюю любовь народа Республики Абхазия. Убежден, что традиционно дружественный и высокий уровень взаимодействия между нашими странами будет и впредь способствовать расширению двустороннего сотрудничества в духе союзничества и интеграции в интересах наших народов». Конец цитаты. А накануне в ходе телефонного разговора президент Абхазии Аслан Бжаня тепло поздравил главу Республики Башкортостан Радия Хабирова с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших больших успехов в ответственной государственной деятельности. «Искренне дорожу дружескими связями, установившимися между нами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание абхазо-башкирского сотрудничества в разных сферах», сказал в частности Аслан Бжаня. 21 марта свой день рождения отмечает четвертый президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Во время Отечественной войны народа Абхазии Рауль Хаджимба был начальником службы военной разведки и контрразведки Восточного фронта, награжден орденом Леона. Рауль Хаджимба в послевоенной Абхазии в разные годы был заместителем председателя Государственного таможенного комитета, работал председателем службы государственной безопасности Абхазии, министром обороны республики, вице-премьером, затем премьер-министром страны. Рауль Хаджимба избирался вице-президентом Абхазии, депутатом Народного собрания, был лидером оппозиции и возглавлял политическую партию «Форум народного единства». Рауль Хаджимба 26 августа 2014 года был избран четвертым президентом Абхазии. Депутаты предлагают освободить от взимания акциза ввозимые в Абхазию виноматериалы. На расширенном заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам в четверг обсудили законопроект о внесении изменений в закон республики об акцизах. В закон предлагается внести изменения, освобождающие от взимания акциза ввозимые в республику виноматериалы. По мнению авторов, данное изменение позволит сократить отвлечение оборотных средств отечественных предприятий, осуществляющих производство винодельческой продукции. По итогам обсуждения комитет принял решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии парламента для принятия в первом чтении. Энергетика. С 22 марта вводится новый график ограничения в подаче электроэнергии. Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго». График вы можете видеть на своих экранах, а также на ресурсах Черноморэнерго. Информация правоохранителей. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Сергея Тенгиза Игоревича. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По данным следствия, вечером 20 марта у дома номер 37 на улице Кугония в Сухуме Сергея не менее 9 раз выстрелил в Ханазаряна А.С., который скончался на месте. Местонахождение подозреваемого сейчас устанавливается. Сотрудники УКОН МВД Абхазии задержали жителя Ярославской области Российской Федерации, подозреваемого в сбытии наркотического средства в Сухуме. У мужчины изъят сильнодействующий наркотик в особо крупном размере. Смотрите материал пресс-службы МВД. Сотрудниками УКОН МВД Абхазии задержан житель Ярославской области Российской Федерации Ефимов Григорий Андреевич, 2002 года рождения, подозреваемый в сбытии наркотического средства в городе Сухум.
Имеется ли при вас что-либо запрещенное в гражданском обороте Республики Абхазия? Наркотики, оружие, боеприпасы, что-либо у вас имеется? Имеется. Что у вас Храню имеется? наркотические вещества под названием метадон. А где вы их храните? Я их храню под обувью. Граждане понятые, обратите внимание, пожалуйста, в обуви, видите, мы обнаруживаем, замечаете? Свертки, да? Черного и красного цвета. В 18 изъятых у гражданина Ефимова свертках содержалось белое порошкообразное вещество. Я храню для того, чтобы распространять. Распространять каким путем? Как вы это делаете? Путем тайных закладок. Я его приобрел в России, в городе Москва. И везли, получается, Да, на и территорию. вез сюда. Вы его Сухую. также в обуви? Да, все в обуви вез. Как пояснил задержанный данное наркотическое средство, он приобрел на территории Российской Федерации в городе Москва для последующего распространения путем тайных закладок в Абхазии. Места с заготовленным к реализации свертком наркотического средства Ефимов фотографировал и с указанием геолокации отправлял через мессенджер WhatsApp координатору под псевдонимом Максим. Ранее сделанные закладки, подготовленные к продаже Григорием Ефимовым, были изъяты сотрудниками ОКОН МВД в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного и при непосредственном его участии в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых. В общей сложности масса исследованного в экспертно-криминалистическом центре МВД вещества, которое было изъято при личном досмотре гражданина Ефимова и в местах ранее сделанных им тайных закладок, составляет 19,343 тысячных граммов наркотического средства метадон, что является особо крупным размером. Что происходило? Я фоткал по специальному приложению, в котором были указаны геолокация, ширина, долгота и в том прочее. Все до мельчайших подробностей. Какое денежное вознаграждение вы получали за осуществление данной работы? Я должен был получить от 150 до 200 тысяч рублей за то, что сделаю всю работу. Григорий Ефимов санкционирован к содержанию под стражей. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Новости Абхазского университета. В АГУ продолжает свою работу международная научно-практическая конференция по экономике, глобальные изменения в мирохозяйственном укладе и перспективы новой экономической реальности. Теория, методология, практика. Смотрите репортаж отдела информации и медиакоммуникаций АГУ. 5 марта в АГУ открылась международная научно-практическая конференция по экономике, глобальные изменения в мирохозяйственном укладе и перспективы новой экономической реальности. Теория, методология, практика. В ней принимают участие ученые-экономисты Абхазского государственного университета, Московского государственного университета имени Ломоносова, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Кубанского и Северо-Осетинского госуниверситетов, а также студенты. Конференция организована в рамках реализации программы Центра науки и образования Московского государственного университета при Абхазском государственном университете. На открытии мероприятия присутствовали вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Владимир Делпа, проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджа, заведующий кафедрой экономической теории, заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия, доцент Александр Страничкин и другие. Открывая встречу, участников конференции поприветствовала декан экономического факультета Абхазского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент Ева Узган. В рамках договора АГУ с вузами Российской Федерации и других стран мы осуществляем сотрудничество по таким направлениям, как подготовка научно-педагогических кадров, реализация программ академической мобильности, организация практики студентов нашего факультета и других факультетов университета, приглашение ученых для проведения открытых лекций, научных семинаров, чтение авторских курсов лекций в магистратуре, также на итоговую государственную аттестацию наших выпускников. Важным таким направлением, безусловно, международного сотрудничества является также совместное участие в научных мероприятиях. И вот яркий пример.
данного направления наша с вами научная встреча. Московский государственный университет под руководством ректора Виктора Антоновича Садовничева оказывал всестороннюю поддержку Абхазскому государственному университету в самые сложные времена. Оказывает ее и сегодня, добавила декан. Во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Виктор Антонович дал возможность многим нашим студентам продолжить обучение в Московском государственном университете. В первые дни войны от имени Евразийской ассоциации университетов направил обращение к тогдашнему руководству Российской Федерации и Грузии с призывом остановить кровопролитие. В тяжелые послевоенные годы поддерживал тесное сотрудничество с Абхазским государственным университетом, вообще с Республикой Абхазия, и очень многое сделал для развития отношений Российской Федерации и Абхазии в сфере науки и образования, выделяя ежегодно целевые места для нашей молодежи в Московском государственном университете. Эва Озган также подчеркнула, что представленные к обсуждению доклады посвящены актуальным темам. Начальник международного отдела АГУ, старший преподаватель кафедры экономической теории Анна Адлиеба отметила, что важность научного мероприятия заключается в возможности организации плодотворного взаимодействия для решения актуальных проблем в области экономики и управления. Данное мероприятие организуется в рамках двустороннего сотрудничества, является проектом, который предполагает налаживание более тесных научных контактов. Тема конференции охватывает достаточно широкий круг вопросов в сфере экономики, от экономической теории до мировой экономики. И вопросы актуальные, животрепещущие, интересующие всех. Экономика — это наука всепроникающая, поэтому мы все непосредственно и тесно связаны с экономикой. И в данном случае у наших студентов появляется возможность и преподавателей, безусловно, это как бы научная конференция, появляется возможность в стенах родного университета принимать коллег из зарубежных стран, в первую очередь из Российской Федерации, из регионов Юга России. На пленарном заседании участники обсуждали проблему развития экономической науки от истоков до современности и эволюцию идей различных школ, направлений научной мысли в условиях новой экономической реальности, актуальных тенденций развития мировой экономики. Для развития страны любой очень важно, чтобы была правильная экономическая политика, а она не будет правильной, если не знать основ. А основа — это фундаментальная наука. А основа фундаментальной науки — это история этой науки. И поэтому вот именно вот это у меня была как бы такая ключевая цель, которую я преследовала в своем выступлении. Мне хотелось показать, что вот эта идея о том, что нужно знать и свои истоки, свое прошлое, это не для того, чтобы было интересно, и не для того, чтобы это просто там, в знак уважения, а именно, что это помогает развивать дальше, что это прогнозирует будущее, что это именно шаг вперед, это не шаг назад, это шаг вперед. Такие события вообще, которые, вот, дай бог, они будут не один раз организовываться, да, потому что у нас же еще продолжение после конференции предполагается, вот, чтобы они действительно помогали студентам это осознать. Международная научно-практическая конференция будет проходить 3 дня. В программу конференции входит проведение лекций, посещение объектов историко-культурного наследия и рекреация Абхазии и другие мероприятия. В рамках конференции также состоится товарищеская встреча команд АГУ и МГУ, участниц Международной студенческой олимпиады по истории экономических учений. Кроме того, в АГУ открылась отчетная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава университета. С приветственной речью к участникам мероприятия обратился ректор академик Олег Угварами. Нынешний год Дмитрия Иосифовича Гурьева, патриарха абхазской литературы. И мы уже проводили мероприятия, посвященные Дмитрию Иосифовичу, и наметили очень большие мероприятия в течение всего года. Подводить итоги в этом году мы можем с гордостью, потому что, несмотря на тяжелейшие годы, которые мы пережили, несмотря на пандемию,
Несмотря на всякие политические события, университет работает. Я думаю, что на каждом факультете проделана в разной степени работа в этом плане. Но в целом очень хорошие показатели. На открытии конференции присутствовали преподаватели и студенты экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, на днях приехавшие для участия в международной конференции по экономике. На пленарном заседании было заслушано 4 доклада. Далее конференция продолжит работу в секциях на всех факультетах вуза и продлится до 29 марта. По завершении ее участники подведут итоги, а материалы конференции будут опубликованы в трудах АГУ. Бывший санаторий Смитского в Гулрыбском районе по решению правительства будет передан в долгосрочную аренду. Об этом рассказал «Спутник» председатель Госкомимущества Абхазии Беслан Кубрава. По его словам, инвестор хотел приватизировать объект, но не смог, так как он включен в список памятников историко-культурного наследия. Новости культуры. В Абхазском драматическом театре готовятся к премьере «Дяди Вани» по Чехову. Это вторая постановка молодого режиссера Бинара Кови. Репортаж с репетиции Элеоноры Гилаян. В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба кипит работа. Актеры театра готовятся к открытию нового сезона. 26 марта зрителям будет предложена премьера спектакля по знаменитой пьесе Чехова «Дядя Ваня». Анша и Уанна в постановке молодого режиссера Бинара Ковы. Когда я брал материал Чехова «Дядя Ваню», я уже сразу понимал, что «Дядя Ваню» будет играть у меня от Гурмаля. И что касается выбора актеров, не составляло никакого труда, так как я уже понимал и зная нашу труппу в театре актеров, то у меня вообще абсолютно не составило никакого труда в выборе актеров. Всегда у режиссеров бывает такой список пьес, которые бы они хотели бы поставить. Есть такое выражение, когда пьеса не только стучится тебе в двери, а мне кажется, пьеса «Дядя Ваня», она вообще ворвалась, знаете, ко мне, и с этим произведением я познакомился лет 10 тому назад, а то и больше я познакомился с этим произведением в Москве. Но, безусловно, в школе мы читали Чехова, «Дядя Ваню», проходили как-то его так активно, уже лет 10, а то и 13 лет тому назад. Первый раз я увидел спектакль «Дядя Ваню». Это в театре Вахтангова у замечательного режиссера Римаса Владимировича Туминаса. Это один из самых лучших спектаклей, я считаю, на сегодняшний день. Это вторая постановка Бинара Ковы. В спектакле задействованы 3 поколения актеров. Пьесу Чехова перевел на абхазский язык народный артист Абхазии режиссер Валерий Ковы, сценограф Гарри Доча, художник по костюмам Диана Допуа. Безусловно, у нас существуют трудности, что касается света, так как в некоторых спектаклях даже приходилось приглашать из России художников по свету. Но у нас в театре нету профессиональных художников по свету, но есть люди, которые довольно разбираются в этом, да, и мы вместе пытаемся что-то слепить. До света мы еще не дошли, но мы уже понимаем то, что будут существовать трудности, что касается света, и что касается музыки. Но я думаю, что мы с этими трудностями справимся. Да, часто мы ходим по спектаклям, видим Чехова, там загружено. Мы решили избавиться от многих таких декораций, стульев, столов. Это все дома, А главный в театре, как мы понимаем, это актер. И в связи с этим мы не стали, задача моя и художников, даже тех самых художников по костюму, наша задача была ни в коем случае не закрыть саму игру и всю гениальность самих артистов. В человеке должно быть прекрасно все – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Эти слова одного из героев пьесы, доктора Острова, ставшие крылатыми, как ничто другое передают содержание и значение произведения Антон Палыча. 26 и 27 марта на сцене Абхазского театра Анша и Уанна. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.
Первая премьера 2024 года, спектакль «Виндзорские проказницы», состоится на сцене театра Искандера 31 марта и 1 апреля. Генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы театра в 2023 году и планам на текущий сезон. Слово Марианне Котовой. 270 спектаклей сыграл Русдрам в 2023 году, а также провел 35 мероприятий. 12 раз актеры выехали на гастроли, в том числе и самые маленькие. Воспитанники детской студии, как настоящие артисты, побывали на гастролях в Санкт-Петербурге. Детская студия. Не просто. И не то, что родители там скидывались по 30-40 тысяч, чтобы дети поехали, а бесплатно для детей, потому что все оплатил оргкомитет фестиваля в замечательном ТЮЗе Брянцева и с прекрасным директором, нашим хорошим другом Светланой Лаврецовой. Как отмечает Ираклий Хиндба, практически исчезла сезонность интереса к театру. По его словам, в феврале и марте Русдрам, как и летом, работает каждый день и собирает полные залы. Играем мы практически ежедневно, как летом. И, по сути, мы вот перешли вот на такой режим работы круглогодично, на режим ежедневного показа спектаклей. Но открою вам тайну, театр по-другому существовать не может. Театр должен играть спектакли каждый день. Тогда он становится театром, он становится таким живым организмом, лишенным интриг, лишенным каких-то негативных проявлений, сосуществования творческих людей, что бывает, к сожалению, порой. Вот. И только так театр может рассчитывать на устойчивость своего положения, в том числе финансового положения. Чем еще может похвастаться Русдрам, так это бережным и внимательным отношением к молодым актерам. Театр открывает перед ними небывалые возможности играть главные, яркие, характерные роли, каждый день выступая в новом амплуа. Никогда в истории Абхазии не выходили на сцену столько раз в течение года молодые артисты. Ни в советское время, естественно, не в постсоветское время. И, конечно, это сказывается на их уровне. Просто уже даже кумиры появляются у зрителей молодых тоже, и не только. Вот. А наши артисты опытные, они просто тоже расцветают. По словам Ираклия Хиндба, 23-й год был богат на премьеры. И в новом году зрителя ждут новые спектакли. Сейчас в репертуаре Русдрама 30 спектаклей. И Хиндба сам признает, что нужно приостановить выпуск новых, даже из хозяйственных соображений. Не хочется расставаться со старыми, а приходится, потому что не помещаются спектакли ни в афишу, и самое главное, не помещаются в нашем складе для хранения декораций, точнее в отсутствующем складе. У театра нет склада, к сожалению. Мы вот стараемся как-то этот вопрос решать. И слава Богу, у нас есть прекрасные наши коллеги, друзья, соседи, Абхазский театр, с которым мы очень взаимодействуем по разным направлениям. Мы с директором Алхасом Чулокова прекрасные у нас отношения. И вообще как-то в театре начали взаимодействовать, и цеха взаимодействуют. В общем, у нас на самом деле вот межтеатральная, скажем, и межтеатральная ситуация в Абхазии оздоравливается. Первой премьерой этого года будет спектакль «Виндзорские насмешницы» по Уильяму Шекспиру. Это, как говорит директор Русдрама, будет настоящая комедия, в которой есть все, что нужно зрителю. Красочные декорации, яркие костюмы и возможность выплеснуть эмоции. Пьеса написана в 1602 году. Представляете? В 1602 году, но мы вот ее сегодня сделаем интересной, современной в плане смыслов, да, для нынешнего зрителя. Почему надо прийти на этот спектакль? Во-первых, это стопроцентная комедия. Причем это такая шекспировская классическая комедия положений. Ну просто смешной спектакль. То, что сейчас нужно, мне кажется, нам нужно больше чего-то радостного, такого светлого. Это важно. И так что, спектакль будет роскошно красивым. Сумасшедшие костюмы, которые там уже 5 человек сидят и просто вот не поднимая головы шьют. Там какой-то
масштаб свой безумный, красиво, декорация, меняться все будет, опускаться, подниматься. В общем, получите огромное удовольствие. Что касается гастролей, то актерам предстоит поездить так же много, как и в прошлом году. А в начале лета они отправятся аж на Сахалин. В июне же мы летим, вот это совсем уже очень необычно, по-моему, да? Мы летим на Сахалин. Самая отдаленная локация наших гастролей. Сахалин. 9 часов разница во времени между Сухумом и Сахалином. И 9 часов лететь на самолете из Москвы туда. Это даже чем до Нью-Йорка лететь. Сахалин. Прекрасный Чехов-центр, там театр. Великолепный директор Татьяна Корнеева. Она нас пригласила на Тихоокеанский дальневосточный фестиваль. И мы туда везем 2 спектакля. «Софичка» и «Энджи Ханум. Обойденное счастьем». По словам Ираклия Хинба, в театре было заменено все световое и звуковое оборудование. Возможностей создавать спецэффекты стало намного больше. Обновилась и труппа. В театр приняли 2 новых актеров – Лану Герге и Леона Цвижба. Новые возможности перед Русдрамом открываются и за счет поддержки зрителей, и благодаря помощи России. Благодаря инициативе министра культуры России Ольги Любимовой и при поддержке президента России Владимира Путина, который подписал специальный указ о мерах поддержки русских театров зарубежных стран, наш театр получил финансирование на переоснащение техническое и постановку нового спектакля. Благодаря этому финансированию, которое осуществлялось через ОНО «Русские сезоны», я об этом говорил, кстати, на форуме, благодарил там и Ольгу Борисовну, и всех, кто причастен к этим прекрасным проектам. Вот выбрали лучшие русские театры зарубежья. Вообще этих театров там больше 100, по-моему. Ну, выбрали 10 лучших. И вот мы благодаря этому обновили парк светового оборудования. У нас сейчас мы по уровню света, да, по техническому состоянию, я не знаю, кто с нами может сравниться. В Абхазии понятно, что вот даже за пределами Абхазии, наверное, лучшие московские театры, где вот миллиардные бюджеты, вот, может быть, вот эти театры. В театральном училище имени Щепкина в настоящее время по целевой программе обучаются будущие абхазские актеры. Ираклий Хинба следит за их успехами в учебе. И, как он рассказывает, замечает поразительные метаморфозы, которые происходят с молодыми людьми. Их 14 человек сейчас. Я приезжаю регулярно к ним на их экзамены, там, показы и так далее. Получил огромное удовольствие. Вот в январе смотрел их педагогические отрывки. Вот что значит школа. Как она наших ребят, которые, может быть, вообще даже и не мечтали о театре, об искусстве, высоком, о культуре, как она перемалывает в хорошем смысле. Это другие люди, с другими глазами, другими голосами. Вообще, вот школа есть школа. И я рад, что мы вот так вот правильно идем в этом направлении. И очень хороший у них, конечно, педагогический состав, потрясающий. В мае Русдрам приглашает на премьеру еще одного спектакля по Фазилю Искандеру «Пастух Махас». Он родился из новеллы, созданной для режиссерской лаборатории «Сандро», которая также стала важным событием 23 года. На премьеру этого спектакля Русдрам приглашает 24 и 25 мая. Марианна Котова, Инна Гухава, Абаза ТВ. На Абаза ТВ продолжается проект под названием «100 фильмов советской классики». На этот раз в субботу, 23 марта, будет показан фильм «Берегись автомобиля» режиссера Ильдара Рязанова. Проект реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникаций «Мир, мост, Абхазия». Элеонора Гилаян расскажет о перипетиях сюжета этой социальной трагикомедии. Скромный
главный страховой агент и актер театра самодеятельности Юрий Деточкин в исполнении Иннокентия Смоктуновского оказывается непримиримым борцом за справедливость. Он угоняет машины взяточников, продает их, а вырученные деньги перечисляет детским домам. Правда, для правосудия, представляемого актером того же театра, а в миру следователем Подберезовиковым, которого сыграл Олег Ефремов, этот Робин Гуд представляется хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником. Рязанов говорил, что снимал «Берегись автомобиля» как современную сказку, но мир этой сказки нарочитый и искаженный. Жуликоватое время и стихотворение Мандельштама – точнейшая характеристика 60-х версий Рязанова. «Берегись автомобиля» расправляется с двойными стандартами эпохи и привычкой советского человека исполнять заранее известные роли, в том числе роли борцов за справедливость. Что я ему, мальчишка, что ли? Да не расстраивайтесь. Дайте закурить. Пожалуйста. Вы что курите? Сигареты, друг. Да-да, сигареты, друг. Собака на этикетке 30 копеек. Вообще-то я курю Беломор, но Беломора не было. Беломора не было, это вы верно заметили, поэтому он и купил сигареты, друг. Кто он? Преступник. Какой преступник? Современный, культурный, я бы даже сказал, преступник нового типа. Что раньше забывали жулики на месте преступления? Что забывали на месте преступления? Кепки, окурки, а теперь вот Шекспир. Да нет, вы не пугайтесь, тут нет пятен крови. Так вы что, следователь? Да, я веду дела по угону машин. Ах, по угону машин. Отпечатков пальцев нет. Преступник работает в хлопчатобумажных перчатках. Но вам это не интересно? Нет. Очень интересно. Здесь есть жулики, преимущественно работники торговли. Эта сфера – эмблема советского лицемерия. В ней существует открытое разделение на своих и чужих, привилегированных и простых. Первым, как героине Галины Волчек, доступны немецкие магнитофоны и итальянские очки. Вторым, лишенным волосатых лап, остается довольствоваться отечественной продукцией. Ну а вершина этого советского товарного рая, конечно, машина. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль. Автомобиль, воплощенная потребительская мечта 60-х, становится источником бед для большинства персонажей. У бывшего интеллигента Димы Семицветова, героя Андрея Миронова, променявшего высшее образование на более выгодные занятия спекуляцией, Деточкин трижды пытается угнать машину. Да и для самого хозяина заботиться о личном транспорте – дело не из легких. Герою Миронова приходится то доставать японский замок, то хлопотать насчет гаража, то не спать ночами из-за страха, что украдут. В общем, изобретательный квест по извилистым потребительским тропам в поиске воображаемой радости. Меня застукали. Я погиб. Ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом – тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инга, что делать? Что делать, Инга, что делать? Сухари сушить. Теперь кажется, что рязановский шедевр – пародия на детективный сюжет шекспировской трагедии, только снятый в антураже Москвы 60-х. Но там, где у Шекспира трагедия ума, у Рязанова трагикомедия нравов, в которой одно воровство порождает другое, а ложь и бессилие советской системы отравляют поведение честных людей, вроде Деточкина, вынужденного лгать близким о своих командировках. Фильм «Берегись автомобиля» вышел на экраны страны в мае 1966 года и собрал в итоге 29 миллионов зрителей. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. Комедию «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова смотрите в нашем субботнем эфире.
21 марта – Всемирный день поэзии, который отмечается ежегодно в День весеннего равноденствия. Этот праздник был учрежден резолюцией 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей 15 ноября 1999 года. Цель Всемирного дня поэзии – возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, а также способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства. 21 марта 1921 года родился абхазский советский писатель, поэт, лауреат Государственной премии имени Гулия Иван Константинович Тарба. В нашем эфире после выпуска новостей смотрите репортаж, подготовленный специально к столетию Ивана Тарба в 2021 году. Кроме того, в нашем вечернем эфире смотрите видеоклип на стихи народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия «Абрисоу Псара» на языках абхазо-адыгской языковой группы. Центральный концертный зал Волгограда приглашает на музыкальную программу «Орган в зеркале эпох». Исполнители дуэт музыкантов из Абхазии, знаменитый органист Лука Гаделия и замечательная певица Кристина Эшба. 27 марта дуэт представит слушателям шедевры барокко, инструментальную музыку, арии из опер и оратории Баха, Вивальди и других выдающихся композиторов. Спортивный анонс. С 29 по 31 марта в городе Ачимчира пройдет международный кубок Ачимчира Open Cup по карате Кёкусинкай памяти первого президента Абхазии Владислава Арземба, сообщается на сайте Госкомспорта. В турнире примут участие около 150 спортсменов из Абхазии и России, Ростова-на-Дону, Чечни и Крыма в возрастных категориях от 6 до 9 лет и от 10 до 17. Сухум-марафон пройдет в столице Абхазии 26 и 27 октября. Его организует московская команда «Беговая история» при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту и Федерации триатлона Абхазии. Участники пробегут 42 километра по историческому центру города, а также познакомятся с абхазскими традициями и кухней на гастрономических фестивалях. Помимо спортивного мероприятия, мы хотим нашим гостям показать быт и культуру нашей страны, сказал глава Госкомспорта Таращ Хагба на пресс-конференции в «Спутник». В Сухум-марафоне смогут участвовать и дети, рассказала на пресс-конференции в «Спутник» коммерческий директор беговой истории Елена Жигайло. 26 октября юные участники смогут попробовать свои силы на дистанциях в 500 метров и 1 километр. Взрослые бегуны также могут выбрать свою дистанцию 5 километров, полумарафон или марафон. Бежать участники будут по набережной Махаджиров, Кадорскому шоссе, проспекту Аяйра и улице Лакоба. Присоединиться к Сухум-марафону может любой желающий. Достаточно зарегистрироваться на сайте и предоставить справку о состоянии здоровья. Пресс-конференцию о Сухум-марафоне смотрите в нашем вечернем эфире. Сейчас о погоде. В пятницу 22 марта в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможна гроза, туман. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 6 до 11 градусов. Температура морской воды 11 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.